Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News, и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире «Ледоход 2021. Актуальная паводковая сводка». Якутянка на Евровидении о главном выступлении страны на песенном конкурсе. О пользе и секретах скандинавской ходьбы в материале наших коллег. Нижняя кромка ледохода на реке Лене наблюдается выше поселка Кангаласы. Ниже по течению у села Намцы идут подвижки льда. Вода у поселка Табаги поднялась на 10 сантиметров без превышения критических отметок. В районе Якутска вода прибыла больше, чем на полметра за 4 часа. До критических значений чуть меньше 6 метров. В Намцах все по-прежнему чуть более 5 метров при 9,5 критических. За 4 часа вода прибыла на 10 сантиметров. Говоря о реке Алдан, сохраняется затор в устье до критических значений менее 2 метров. На реке Амге у села Чимнаи продолжает прибывать вода. До максимально допустимого уровня менее метра. Затоплены низменные части, размыты местные дороги. Проезд к другим населенным пунктам сохранился. На реке Вилюй уровень воды во всех участках в пределах нормы. На реке Яне на территории Верхоянского района отмечается разводье. На реке Березовка густой ледоход. Уровни в пределах нормы. На Колыме ниже гидропоста Зырянка лед подняло. Вода ниже критических значений почти на 2,5 метра. Ледоход в Ленске в этом году начался 13 мая и пока без эксцессов. Однако жители надолго запомнят паводок 2001 года. Ксения Журавлева подготовила материал о событиях 20-летней давности. Наверное, так сейчас мог выглядеть весь Ленск. 20 лет назад река стремительно ворвалась в город, оставив после себя пустыри и разрушенные дома. Сейчас о последствиях страшного наводнения напоминают лишь окраины. Огромное количество пострадавших. В лучшем случае имущество утонуло, в худшем не стало крыши над головой. Таким запомнился ленчанам день 14 мая 2001 года, когда в город пришла большая вода. Но я пролетала тут, и я видела, там на Мохтуйке глыбы стояли на уровне трехэтажного дома почти. Это было что-то. Утонули, да и все. Ни квартир, никого. Все выбирались, как могли, так и выбирались. Нас снимали и Чехия, и Словакия, показывали даже за границей. Мы в самом были наводнении. В самом. И еще тысячи таких же людей, переживших трагедию. Итогом стали 3500 разрушенных домов, 30 тысяч пострадавших и больше 6 миллиардов рублей ущерба. Двухэтажное деревянное здание чудом не унесло в реку. Держала система отопления. В каждой семье были свои потери, но горе объединило людей. Какие-то были моменты, которые раскрывали хорошие человеческие чувства, и люди по этим чувствам скучают. Вот особенно в период, когда все начинает зацикливаться на материальном, люди очень скучают по человеческому. Порой такое даже проявляется, что вот с каким-то интересом это рассказывается, с каким-то таким вот, какой-то такой, почти ностальгия. Что стало причиной трагедии? Ледовый затор в районе Батамайского острова. Он разросся до небывалых 80 километров. В Иркутской области тогда установилась довольно-таки жаркая погода, от 27 до 29 градусов тепла. А на нашей территории температуры были, конечно, гораздо ниже, превышали немногим 0 градусов. Снег на возвышенностях сохранялся аж вплоть до 20 мая. Это способствовало выхолаживанию воздуха в ночное время до -2, -6 градусов. А как известно, что заторы льда формируются в основном при отрицательных температурах. 14 мая в 19:50 в Ленске объявили режим ЧС. Утром 15-го вода поднималась со скоростью 20 сантиметров в час. К 9 часам вечера ее уровень превысил показатели наводнения 98 года. Людей эвакуировали на незатопленные участки. Тем временем в Ленск пришла вторая волна.
Трудно представить, но 20 лет назад первый этаж этого дома был полностью погружен под воду. Тогда, 18 мая, уровень воды в этой точке достиг 20,5 метров. Вскоре после наводнения в центре Ленска появился памятник с отметкой максимального уровня воды. Когда вода отступила, начался долгий период восстановления. Весь процесс лично контролировали первые лица страны. За несколько месяцев город практически отстроили заново. Продолжилось строительство защитной дамбы. Не зря. После 2001-го она не раз доказала свою эффективность. За 20 лет изменилось многое. Появились новые микрорайоны, улицы и места отдыха горожан. К весеннему паводку теперь готовятся по-другому. Ответственно, с государственным подходом. Но все еще остались люди, которые каждую весну готовят свой тревожный чемоданчик с документами, продуктами и личными вещами. Ксения Журавлева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Прогулка по Якутску 17-18 века. Музей Ярославского презентовал необычный аудиогид, рассказывающий об истории старинного Якутска. Работает он на известной платформе Easy Travel, скачав которую любой желающий сможет прогуляться по старинным столичным улочкам. Чтобы запустить аудиогид, нужно прийти на территорию музея Ярославского. Именно с этой точки, слушая гида и следуя по карте, вы познакомитесь с малоизвестной историей раннего Якутска. Прогулка займет 1,5 часа. Это 9 локаций от музея вдоль проспекта Ленина и до Залога. Рассказ ведется от первого лица служилого якутского острога Андрея Новгородова. Вымышленного персонажа озвучил актер Русского театра имени Пушкина Иван Мишагин. Мы как раз старались передать выговор жителя Якутска того времени, потому что в основном в 17-18 веке это были выходцы с русского севера, там из Великого Устюга, из-под Новгорода, и у них такой своеобразный говор был. Мы попытались это тоже воссоздать. Вообще аудиогид, он как бы по территории старинного Якутска, но на современных улицах, получается. Как я сказал, ничего от старого города не осталось, но границы города известны того времени. Они проходили примерно от площади Орджоникидзе и территории нашего музея до современного Заложного района. С севера на юг слушатель так город старинный пересекает и слушает, что там было и как люди жили. В третью субботу мая мир отметил День скандинавской ходьбы. Как вид спортивной активности она появилась в 40-х годах прошлого столетия. Тогда финские лыжники придумали, как можно тренироваться вне лыжного сезона. Иванна Филиппова продолжит. Девочки, давно же здесь сидите, да? Ой, какие это пришла. Конечно, а мы разговариваем, мы тебя ждем. Ничего себе. Пойдемте походим, Маленочка, давай. Пойдем, мы тебя ждем. Давай, пошли. Вместо тросточки-палки за спиной рюкзак. Мирнинские пенсионеры не первый год занимаются скандинавской ходьбой. Анна Дармидонтова – одна из первых, кто освоила технику оздоровительной прогулки. Специально училась у тренера, как правильно дышать и ходить. Сегодня в день она делает более 10 тысяч шагов. Привыкаешь, когда один день если пропускаешь, потом очень трудно станется. Особенно у меня колено болит, поэтому мне надо ходить обязательно. Городской парк – излюбленное место для скандинавских ходоков. Парковые дорожки позволяют пройти нужные километры. Здесь и воздух чище, говорят мирнинцы. Заодно можно покормить птиц и белочек. Прямо вот так вот насыпешь, и они выбегают, и прямо с рук это само брали. Я даже фотографировала их. Скандинавская ходьба с палками массово практикуется во всех странах. Научные исследования показали положительное воздействие упражнений на людей преклонного возраста. К примеру, в Германии такой вид физической активности обязателен при восстановлении после травм и операций. В период пандемии скандинавская ходьба стала чуть ли не единственным развлечением для мирнинских пенсионеров. Год назад ветераны могли посещать танцевальные мастер-классы, заниматься фитнесом и танцевать под гармонь. В Мирном действовал проект «Еще не вечер». Спортивные инструкторы и хореографы культурно-спортивного комплекса «Алроса» занимались с пенсионерами. Сегодня пожилые люди соблюдают меры предосторожности и избегают людных мест. Иногда встречаемся здесь, в парке скандинавском ходим. Ну, не всегда там кто собирается, но может по одному, по две, но стараемся все равно ходить. Это очень... Даже, вы знаете, с палками намного легче ходить, чем вот так вот без палок. Движение – жизнь, говорят мирнинские пенсионеры. Занятия на свежем воздухе будут проходить круглый год.
Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». С 18 по 22 мая в Нидерландах проходит песенный конкурс Евровидения. Россию представляет певица Манижа с песней «Russian Woman» и выступит в первом полуфинале под номером 3. О по-настоящему интернациональном выступлении певицы смотрите далее. Первой новостью о выступлении Манижи, заинтересовавшей всех жителей страны, стало заявление ее матери о том, в каком костюме выступит певица. Для образа Манижи были собраны лоскуты ткани со всех регионов России, в том числе и из Якутии. Из Якутии ткань, которая будет тоже на костюме, который поедет на Евро. Спасибо вам большое. Но и это не опишет весь колорит народностей, живущих в России. Так, поддержкой на сцене народной певицы станут 4 бэк-вокалиста, среди которых и наша землячка Юлина Попова. Со своей командой Манижа прошлась на традиционном дефиле участников. Сама Юлина на ковровой дорожке появилась в традиционных якутских украшениях. В Роттердам с Манижей прилетела и ее мама Надежда Усманова, главная опора певицы и идейный вдохновитель. Надежда признается, перед главным выступлением дочери волнуется так, что почувствовать может весь город. Мандраж такой, что просто, наверное, будет весь Роттердам трясти. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Верю в это. Уверена. Как бы то ни было, Евровидение – лишь начало пути Манижи. Так, недавно певица заявила, что в случае проигрыша бросать сцену не собирается. Более того, после конкурса в планах у Манижи активные гастроли, туры и концерты. Сарглана Неустроева, Николай Коровин для Якутии 24. Но это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи.